В селе Майя состоялось торжественное открытие нового сквера, посвященного образованию и просвещению. Из Якутска прибыли местные начальники, чтобы разрезать красную ленточку. Среди них наша героиня, начальник отдела по связям с общественностью Института повышения квалификации и учителей Дарья Николаевна Санникова. Практически всю жизнь она посвятила работе в сфере образования, но, достигнув пенсионного возраста, неожиданно обнаружила в себе предпринимательский талант. С тех пор Дарья Николаевна совмещает работу в образовательной сфере с коммерческой деятельностью. Согласно данным ЕГРЮЛ, за последние 2 десятилетия Санникова была связана более чем с 12 компаниями, охватывающими строительство, киноиндустрию, ресторанный бизнес, образование и сферу финансовых услуг. Конечно, речь идет не о простой работнице бюджетной организации, а о теще главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева и матери его алчной супруги Людмилы Николаевой. Ее активная предпринимательская деятельность началась в начале 2000-х годов, почти одновременно с тем, как Айсен Николаев занял пост министра финансов Якутии. Уже в этот период Санникова фигурирует как учредитель строительных и финансовых предприятий: КПКГ «Фаворит», КПКГ «Взаимопомощь», ООО «Альфа-Строй» и ООО «Модерн». Эти организации существовали недолго. По данным реестра, Модерн прекратил деятельность после 2006 года, Альфа-Строй после 2004, а оба кооператива взаимопомощи были ликвидированы в 2000-х. Тем не менее, они заложили основу для последующих коммерческих проектов, которые развивались параллельно росту политического влияния зятя. В середине 2010-х годов, когда Айсен Николаев стал мэром Якутска, а затем перешел в республиканское правительство, Дарья Санникова активизировала участие в новых компаниях, уже более крупных и устойчивых. Среди них ООО «Фанам Синема», занимающийся развлекательной сферой, а также ресторанные проекты ООО «Селис» и ООО «Кармель», действующие в центре Якутска. Наиболее значимым направлением бизнеса Санниковой остаются строительные отрасль. Особый интерес вызывает ООО «ЛТС» «Ленотранссервис», где Санникова числилась совладельцем с февраля 2018 по сентябрь 2023 года. Именно тот период, когда Айсен Николаев уже занимал должность главы Якутии. За это время ЛТС заключила не менее 13 государственных контрактов на сумму свыше 610 миллионов рублей, включая закупку жилья и детских садов для республиканских нужд. После ухода Санниковой из числа владельцев, единственным собственником ЛТС стал офшор, зарегистрированный на Сейшельских островах, что вызывает вопросы о прозрачности структуры капитала и конечных бенефициарах. Смена владельцев ЛТС на офшор совпала по времени с ужесточением антикоррупционного контроля в России и ростом публичного внимания к бизнесу родственников региональных чиновников. Подобные схемы нередко использовались для вывода активов из-под формального владения членов семьи. При этом фактическое управление могло сохраняться прежними лицами через доверенных представителей или зарубежной юрисдикции. Сейчас одним из ключевых активов Дарьи Николаевны остается ООО «Фанам Синема», компания, управляющая кинотеатром «Синема-центр» в Якутске. Санникова сохраняет долю участия в фирме, тогда как повседневное управление возложено на директора Лену Миронову. В состав бизнеса входит также дочернее предприятие – ООО «Кинокомпания СЦП», занимающаяся производством и дистрибуцией фильмов. Ранее она была совладельцем ООО «Кинокомпания Синема-центр Продакшн», зарегистрированной в 2010 году и ликвидированной в 2025 году. Строительство кинотеатра финансировалось через кредит Алмаз-Эргиенбанка на сумму 180 миллионов рублей. Доли в «Фанам Синема» оказались у Санниковой в качестве отката за предоставленный Алмаз-Эргиенбанком кредит. В этом банке в разное время в руководящих должностях работали лица, близкие к семье Николаевых, включая самого Айсена Сергеевича. После того, как усилилось внимание общественности к фигуре Санниковой и конфликта интересов в высших органах власти Якутии, часть фирм, связанных с кланом Николаевых, была либо ликвидирована, либо передана новым владельцам, включая иностранные юрисдикции. Стоит отметить и характерную закономерность. Активность Санниковой в бизнесе почти зеркально повторяет карьерные взлеты Айсена Николаева. Когда он переходил с муниципального уровня на республиканский, появлялись новые компании и направления деятельности. Когда он стал главой региона, расширялись строительные и подрядные схемы, получавшие заказы от госструктур.